Десятки вопросов и больше 2 часов прямого эфира. Юнусбек Евкуров в режиме нон-стоп отреагировал на все обращения жителей республики. Первый и, пожалуй, самый главный вопрос, который задали главе региона, касался законопроекта о референдуме Республики Ингушетия. Ранее он был внесен на рассмотрение в Народное собрание с целью привести действующий региональный закон в соответствии с федеральным законодательством. Напомню, документ, принятый депутатами в первом чтении, вызвал неоднозначную реакцию в регионе. Юнусбек Евкуров отметил, что решение об отзыве законопроекта принято с учетом мнения населения, парламентариев Ингушетии, представителей республики в Госдуме и Совете Федерации, а также общественных организаций. Объясняю еще раз, что мы, когда закон по местному управлению принимали, и тогда были в 2009 году, о том, которые говорили предатели народа и так далее. Ну, я так понимаю, больше всего об этом говорит тот человек, который сам не является предателем, потому что, ну, как говорят, там, на воре шапка говорит. Ну, надо понимать, что такое предательство, чтобы вообще об этом говорить. Мы тогда, принимая закон по местному управлению, заложили 4-ю статью закона Республики Ингушетия об установлении границы, вот внимательно послушайте, установлении границы муниципальных образований и наделением этих границ, наделением этих муниципальных образований статусом сельского, городского поселения и так далее. Нигде не сказано в законе о местном самоуправлении, что здесь определяются границы межрегиональные или межсубъектовые. Именно муниципальное образование, наделение их статусом именно сельского, городского поселения. У нас до сих пор, вот у нас, я не буду населенные пункты называть, до сих пор не решены вопросы по границам между нашими населенными пунктами. Потому что идут определенные, в том числе, споры. И мы над этим тоже работаем. То есть этот закон нужен был именно для республики. И если бы мы его тогда не приняли, сегодня единственный субъект Российской Федерации, который жил бы вне правового поля 131 закона о местном управлении, была бы Ингушетия. И тогда были вот те же горячие головы, в том числе, часть которых сегодня есть, которые говорили, что нельзя этот закон принимать. Совершенно не обосновывая, даже когда я их собирал, спрашивал, обоснуйте, почему? Потому что он совершенно не определяет границы ни с Чеченской Республикой, ни с Северной Осетией. Это просто наш внутренний закон, чтобы мы в своей республике жили в законах местного самоуправления, а чтобы мы приучили людей выбирать, быть выбираемыми депутатами. Сегодня критикуют депутатов местного самоуправления. А что их критиковать? Нам нужно еще лет 10-20, может, еще опыта набрать и избирательной системы, и работы депутатского корпуса. Это же процесс, это внутренний был закон. К чему я это говорю? И в этой же статье было прописано, что не регулируется вопрос определения границ республики с другими субъектами Российской Федерации, вот внимательно еще раз послушайте, которые устанавливаются в том числе с учетом требований закона о реабилитации репрессированных народов. И те, кто сегодня призывает людей на митинги, они знают прекрасно это, в том числе товарищ Гагиев Аюб, который является председателем Конституционного суда. И он тоже над этой статьей стоял. Почему мы это сделали? Чтобы ни я, ни кто-либо другой когда-нибудь не обошел вот эту тему. Она заложена, она выверена, она юридически правильная, эта статья. И при всем моем желании, я как глава республики не могу обойти как статью 4 закона по местному управлению, так и статью 11 Конституции Республики Ингушетия, где примерно то же самое говорится. Чтобы это сделать, то, что сейчас они говорят, те так называемые там, лидеры оппозиции, чтобы это сделать, надо изменить Конституцию Российской Федерации. Далее поступил звонок от известного блогера в республике. Он поинтересовался у Юнусбека Евкурова, если мы уже окончательно определили границу с Чеченской Республикой, что будет с границей соседней Северной Осетии? Будут ли там очерчивать территорию между двумя регионами? Насчет вопроса, Магомед нам задавал вопрос по поводу, что имелось в виду, что я сторонник существующей границы с Осетией. Нет. Дело не второе. Там уже говорили, что я говорил неотъемлемая часть Северной Осетии территории. Это было, когда мы дискуссии вели по законам по местному управлению. И когда попытки были говорить, что нам закон этот не нужен,
и ссылка была именно на границу Северной Осетии, я тогда говорил, что Северная Осетия давно уже живет в законах местного самоуправления. Она уже определила муниципальное образование и пригородный район, и другие прилегающие районы к Республике Ингушетия. Они живут в своих законах уже. Это их часть в рамках ихнего закона местного самоуправления. Вот что имелось в виду. Я тогда говорил, что мы, принимая закон по местному самоуправлению, ни в коем мере не говорим про границу с субъектами. Мы говорим только о границе муниципальных образований. Тех границ, которые... Но при этом, да, я подчеркиваю, и сейчас об этом говорю, что муниципальное образование Сунжский район, Джерасский район, в границе Чеченской Республики, я говорил, и сейчас повторяю, не отказываю от своих слов, что в границах 90-х годов по устоявшейся. А Назрановский район, другие районы, прилегающие к Северной Осетии, я говорил, что это принятие именно в части, касающейся не определения границ между субъектами, а именно, что мы опираемся на 4-ю статью закона по местному, который мы только тогда еще приняли, и на это делали упор. Не приняли, а предлагали его принять. И на 11-ю статью Конституции Республики Ингушетия, что с требованием закона РСФСР о реабилитации репрессивных народов. То есть она все равно оставалась, вот эта территория, и остается сегодня в подвешенном состоянии. И там прописаны политические пути решения этого вопроса. Следующий вопрос. Готов ли глава Ингушетии к диалогу с так называемой оппозицией? Юнусбек Евкуров подчеркивает, что всегда открыт для общения с каждым жителем республики, который изъявит желание обсудить общественно-политическую ситуацию. Оппозиция нашла самый оптимальный вариант. Ну, насколько я слышал, как бы я так понимаю, что категорически они отказываются встречаться с представителями власти. Я не буду говорить об этом, они не хотят встречаться с представителями власти. Я же почему говорю, что оппозиция должна быть системная. А системная оппозиция – это все-таки диалог. Это конструктив, определенные там предложения, радоваться совместным каким-то успехам, критиковать друг друга в правовом поле, а не оскорбляя. И, ну, конечно, опять же, не поставлять молодежь, которая по собой тянет одних по принципу там, родственников, других по принципу там, обманным путем. Поэтому мы предлагали, и на этом пути, и раньше предлагали. Но пока я не вижу с их стороны отзывов на то, чтобы встречаться. Также был затронут вопрос о возрождении приграничного сельского поселения Датых. По словам Юнусбека Евкурова, власти со своей стороны готовы создать все необходимые условия для жизни людей и надеяться, что бывшие жители не допустят безмолвную гибель сельского поселения Датых и вернутся в родовое село. Мы планируем построить ряд. То, что сегодня заявляются по Датыху, я уже слышу, там порядка уже 150 семей. Такого, конечно, не будет. Еще раз я дал поручение проверить тех, кто жил там за последнее время. Не те, которые раньше там жили, когда-то жили, а те, кто жил в последнее время. Не те, которые туда поедут жить. И компактное жилье, это будет там, ну, в пределах 40 домов, которые власть поможет построить. Остальные уже за свой счет будут пристраиваться. То же самое власть поможет там ряд домовладений, чтобы построить в Верхнем Алкуне. Почему там? Потому что и там в свое время, когда шли активные фазы контртеррористической операции, жители вынуждены были съехать, а их дома были там с учетом того, что это была зона боевых действий, зона КТО, некоторые пострадали, но в своем большинстве пострадали. Потом поможем. Еще один вопрос касался реконструкции федеральной автодороги. Жители Насыркорта интересуются у главы республики, что будет с кладбищами у дороги, а также домами и коммерческими объектами, расположенными здесь же. Ну, дал хвастаем, мы по кладбищам решили тему, не трогая кладбище, у нас получается, все хорошо проходит. По ряду коммерческих объектов и домовладений, потому что не только в Насыркорте, Гамурзиевском там, или Насыркортском округе, но и в районе Барсуков, у нас есть, в том числе, понимание от жителей. Есть работа Росавтодора и нанятой компании, которая оценивает это имущество. И будет предложено продать это имущество. Там домов не так много, но коммерческих объектов там хватает. Продать это имущество
получить деньги, цену не по кадастровой, а по рыночной стоимости. И в связи с этим вот как бы такую работу мы сейчас будем проводить. Я, конечно, понимаю, что некоторые жители попытаются воспользоваться этой ситуацией и торговаться, затягивать процесс. Если я просил бы всех, что это дорога для республики, я лично буду смотреть, контролировать, по какой цене будут выкупать, потому что никого не ушибят в цене, но просил бы все-таки людей не завышать цены, не шантажировать, а идти навстречу, и чтобы мы побыстрее дорогу проложили. К концу 2020 года по плану, а так по словам подрядчика, если ничего не помешает, Далендали единственный регион в стране, который будет 4 полосы дорога. Это большой плюс для нас, и мы рассчитываем, что в этом случае у нас реально резко снизится дорожно-транспортное происшествие на дорогах. Также к Юнузбеку Евкурову обратились предприниматели, работающие на рынке Новый в Назране. По их словам, они с пониманием относятся к мерам, предпринимаемым надзорными органами. Ну, во-первых, там не только новый рынок, там все это связывают там, с политическими вещами. Но вот, опять же, от лукавого, там и ряд объектов закрыты. Потом, ну, для всех нас вопрос. Были времена, когда на каждом углу стояли там и аптеки, и ларьки, и так далее. Я помню, мы в Назране, там даже в районе автовокзала, ну, снесли порядка 40 вот этих ларьков, где люди даже не могли проехать. Обзора даже не было никакого. Но до того я предупреждал людей. Давайте я вам даю землю, поставьте, постройте современные торговые точки, торговые сети. И обязательно даже тогда требовал, чтобы на первом этаже были детские игровые площадки, чтобы наши детишки там радовались, чтобы у них что-то было. Не слушались. И приходилось это все ломать через колено, переносить или убирать. То же самое по рынкам. Я уже сколько этих рейдов не сделал по рынкам. И в Назране, и в Малгобеке, и в Сунже, и в Карабулаке. Ну, почему люди по 20, по 25 лет владеют территорией рынка, и почему, зарабатывая там деньги, не создают элементарных условий, элементарных условий, как для самих торговцев, так и для, в основном женщины работают, так и для посетителей. Когда это все не соблюдается, конечно, мы будем сейчас не то, что прикрывать, но вообще закрывать и ликвидировать эти рынки будем. Это будет жесткое решение. Поэтому не надо шантажировать людей. Был мой крытый рынок, закрывали на 3 месяца. Он 3 месяца был закрыт вообще. Тоже ко мне приходили. Перед правительством стояли женщины направленные. Якобы там вот мягкая охрана. Я их понимаю прекрасно. И сегодня власть, я вот эту задачу уже давно поставил, здесь вице-премьер присутствует, который курирует это направление. Наша власть должна максимально предложить людям, не только нового рынка, а других рынков в том числе, предложить вариант, чтобы они пока на тех рынках, где они закрыты, наводят порядок, чтобы они именно в других местах получили как минимум бесплатно аренду места и торговали, продолжали работать. Также во время эфира «Диалог с народом» позвонил житель Назрани 8-летний Низам Парчиев. Мальчик сказал, что давно мечтает пожать руку боевому генералу главе Ингушетии Юнузбеку Евкурову. В течение программы мальчик все же смог добраться на НТРК Ингушетии и исполнить свою мечту. Все, дождались мы, да? Салам алейкум. Была мечта. Ну что, ты мечта? Я Парчиев Низам Мурадович, мне 8 лет. Я учусь во 2 классе гимназии номер 1 города Назрань. Учусь на отлично во 2 классе. Понимать понимаю, говорить не могу, я? Юнузбек Уматгиреевич, я шапку с помпоном не ношу. Подколол. Молодец, молодец. С чувством юмора. Все вопросы, поступившие на программу «Диалог с народом» и оставшиеся за кадром, будут обязательно рассмотрены. По каждому обращению будет работать специальная рабочая группа. Светлана Томова, Новости 24.